В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН. Неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к клубу веселых и находчивых, и с тех пор отмечают его ежегодно. Идея праздника была предложена президентом Международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры клуба, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. С тех пор тысячи людей принимали участие в этой уникальной программе. Люди, играющие в КВН, имеют очень развитый и гибкий ум, ведь там нужно не только шутить по написанному сценарию, но и уметь импровизировать. Многие бывшие КВНщики сегодня ведут свои собственные телевизионные передачи. В каждом городе есть свои любимчики эстрады, которые непременно запомнили своими пестрыми шутками и яркими выступлениями. Что же для нас сегодня КВН? Для КВНщиков игра – это вторая работа, чуть-чуть бизнес и, наверное, судьба. Для зрителей же КВН, которых по всему миру буквально миллионы, яркое и незабываемое шоу, масса позитивных эмоций. Но в этот праздник все они, КВНщики и зрители, посвящают время своей любимой игре, вне зависимости от возраста, профессии, социального положения и достатка.